Рассмотрим теперь особенности аффикса принадлежности в третьем лице. Как мы уже отметили, аффикс принадлежности обозначается суффиксами и, у, ü. И он одинаков и для единственного, и для множественного числа. Множественного числа. Но если слово заканчивается на букву К, и если оно не односложно, состоит из двух и более слогов, то происходит регрессия согласной буквы. Палык, палыгы, и в конце концов согласная исчезает. Будет палы, его рыба. Не палыгы, а палы, его рыба. Теперь пример со словом, где гласные переднего ряда. Ченек, казалось бы, ченеги, но согласная подвергается регрессии и чене, ченек, чене, его локоть. Но если слово односложное и заканчивается на букву К, то регрессии не происходит. Например, слово ак, белизна, аг, его белизна. Не будет а будет аг. Также, например, слово па, скверность. Не будет па, а будет баг. Это только если слова односложные, заканчиваются на букву К. Следующий случай. Если слова заканчиваются на щелевую переднюю звонкую согласную, вот такую согласную, то она подвергается регрессии независимо от сложности слова. Будь то оно односложное, будь то оно двусложное. И далее. Например, слово балык, рана. Точно так же сначала, казалось бы, присоединяется аффикс принадлежности балык, но в конце концов она подвергается регрессии. Будет балык, 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 его рана. То же самое со словами с передними гласными. Для казалось бы, тоже леги, но подвергается регрессии и будет для его просьба. Его, ее просьба. Теперь пример с односложным словом. Пояс. Казалось бы, тоже пажи, но нет. Переходит та, его пояс. Не как с буквой К, когда она остается это согласная. А здесь подвергается регрессии. Пример со словом с передней гласной. Пей, свекарь. Не пей, а пей, ее свекарь.